Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 7-е международные игры «Дети Азии» в предстоящем году в Монголии проводиться не будут. Сейчас проходит процедура отмены проведения игр в этой стране. Напомним, ранее было объявлено об решении провести игры в Улан-Баторе в 2020 году. О том, почему такая ситуация сложилась и какова она на сегодняшний день, мы поговорим сегодня с Владимиром Максимовым, генеральным директором Международного комитета игр «Дети Азии». Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вкратце, почему такая ситуация получилась, что произошло и каково состояние на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день, как вы уже отметили и сказали, начата процедура отзыва права проведения игр в городе Улан-Батор. В первую очередь это связано с неисполнением монгольской стороной обязательств, которые были приняты в 2016 году. На протяжении всего этого времени в ходе подготовки Международным комитетом не раз отмечались моменты, которые противоречат концепции игр, утвержденной учредителями комитета, в том числе и Республикой Саха-Якутия. Соответственно, на сегодняшний день, учитывая все возможные риски, было принято решение начать данную процедуру, и уведомление монгольской стороне было направлено еще в августе месяце. На сегодня мы ожидаем согласования от учредителей по данному вопросу, но в то же время стоит отметить, что Олимпийский совет Азии, один из 3 учредителей Международного комитета, сегодня уже согласовал, и мы ожидаем согласия по данному вопросу от 2 остальных, это Олимпийского комитета России и Республики Саха-Якутия. После чего будет уже официально объявлено и направлено уведомление Монголии о том, что мы отзываем права на проведение 7-х игр. На сегодняшний день все вопросы касательно проведения игр в Монголии Международным комитетом приостановлены. В большей степени это связано с вопросами подготовки, начиная от составления спортивной программы, утверждения логистики, мест проведения, ну и всех остальных организационных вопросов, которые в той или иной степени где-то совсем не соблюдены, да, с требованиями Международного комитета, где-то они не соблюдаются, ну, по каким-то, может быть, уважительным и неуважительным причинам. Поэтому, ну, в принципе, надо сказать, что для этого Международный комитет создавался и разрабатывалась концепция, основной документ игр, где четко прописаны все требования по порядку организации и проведения игр, для того, чтобы наш проект, якутский проект, он не был организован ниже, чем в предыдущие годы. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы руководствуемся интересами самого проекта для того, чтобы они в большей степени развивались в дальнейшем. А от монгольской стороны были получены какие-то комментарии по поводу неисполнения вот этих принятых обязательств? С чем это может быть связано? С недостатком опыта проведения таких масштабных международных мероприятий, или просто нежеланием, или что-то объясняли? Ну, на самом деле работа эта велась уже с момента подписания договора на право проведения, с момента завершения 6-х игр. Неоднократно мы посещали и Улан-Батор, и встречались с коллегами с организационного комитета, с руководством страны и с руководством спорта страны. Обсуждали все организационные моменты, где-то они проходили у нас позитивно, где-то стопорились, затем снова продолжалась начиналась, по крайней мере, хорошая работа. Вот. Но в большей степени это сказывается, конечно, с отсутствием опыта у коллег вообще в рамках проведения комплексных спортивных соревнований. В какой-то степени, может быть, и со сменой руководства спортивной отрасли, потому что с 2016 года, с момента принятия решения о проведении игр в Монголии, и по сегодняшний день сменилось 5 министров спорта страны. Соответственно, имеется непреемственность
по направлению, да, развития спорта в стране. Ну, наблюдается это. Много других вопросов, в том числе один из моментов, это, конечно же, подписание расширенного договора по проведению, по организации проведения, где четко прописано, какие права кому принадлежат, соответственно, что должно быть организовано, в каких рамках должно быть организовано. Соответственно, идет отсылка и на минимальные требования, которые на сегодняшний день также разработаны, в соответствии с какими стандартами все должно быть организовано. То есть сегодня Международным комитетом подготовлен тот пакет документов, который, ну, в принципе, он имеется во всех международных спортивных организациях по защите, в первую очередь, того или иного проекта. Ну, в нашем случае это игры «Дети Азии». Вот, поэтому здесь, исходя из этого, таких аналогичных случаев очень много, и совсем свежие. Это недавно отмененные и перенесенные пляжные, всемирные пляжные игры, которые Ассоциация национальных олимпийских комитетов за 3 месяца до проведения было принято решение об отмене их в США и переносе в другую страну. Как бы. Игры перенесены, они состоялись и состоялись успешно, поэтому это обыденная практика, хоть и не совсем, так скажем, показательно, приятного мало, да, но в то же время, конечно, мы в первую очередь, это возвращаясь к тому, что игры, если уйдут, то, может, не придут, а как они будут организованы. На сегодняшний день с юридической точки зрения, с точки зрения прописанных правил, сегодня Международный комитет полностью защищает интересы игр и настроен только на то, чтобы их повышать уровень их проведения. Ну, несмотря на отсутствие опытов, о котором мы упомянули, в 2020 году в Монголии пройдут международные зеленые игры, о чем уже официально на сайте Олимпийского комитета Азии указано. Как относиться тогда к этому? Ну, на самом деле для нас это было тоже неким таким сюрпризом, с одной стороны, потому что по состоянию, но на июль месяц, это крайняя наша, ну, моя, по крайней мере, командировка была посещение Улан-Батора. Об этом речи не шло, и, честно говоря, ну, как бы уже заявлено, что это первые зеленые игры. Я, честно говоря, не знаю их концепцию. То, что они проводятся под эгидой ЮНЕСКО, ну, посмотрим, что это за мероприятие. В любом случае, Монголия независимое государство, она имеет право принимать решения о проведении либо не проведении подготовки того или иного мероприятия. Вот, ну, посмотрим, как все будет организовано. Но вот сейчас, когда уже вопрос о том, что игры в Монголии проводиться уже точно не будут, какова дальнейшая судьба 7-х международных игр, как в первую очередь скажется это на подготовке спортсменов в связи с возможным переносом места проведения игр? Ну, одним из, в том числе, поводов для принятия такого решения было и, так скажем, не утверждение, да, с монгольской стороны, не согласование программы соревнований, да, видов спорта, которые у нас прописаны, да, и плюс еще добавочные виды спорта, именно требования по возрастным категориям и так далее. В связи с чем у нас тоже затормозился вопрос с рассылкой этих положений в страны-участницы. Вот. Со своей стороны комитет, конечно, направил проектный вариант для того, чтобы команды формировались и предусматривали. В случае переноса, ну не в случае, а теперь уже игры, если будут перенесены на другую территорию, то надо сказать, что возраст участников, виды спорта, они не будут изменяться. У нас в концепции прописано четко 16 обязательных видов спорта, где бы игры не проводились. 16 видов спорта, входящие в этот перечень, они должны быть включены в программу. Страна-организатор может включить не более 5 своих каких-то видов спорта, предложить. Но учитывая короткое время на подготовку, я думаю, этих видов не так уж много и будет. Единственное, может быть, ограничение в связи с коротким временем подготовки, это по
количеству дисциплин по тому или иному виду спорта, то есть сокращение в какой-то степени весовых категорий. Ну, это все, в принципе, учитывая анализ предыдущих игр, это уже на сегодняшний день нами тоже подготовлено, поэтому с коллегами, с которыми на сегодняшний день ведем переговоры, это все обсуждается. Поэтому, я думаю, программа игр, она не пострадает. И подготовка спортивных команд, спортивных делегаций тоже не должна быть, наведен какой-то ущерб, поэтому нанесен ущерб, поэтому я думаю, что игры состоятся, и на сегодняшний день очень большая заинтересованность у стран, поэтому я думаю, что здесь должно быть все хорошо. А если не секрет, с кем ведутся переговоры, потому что все-таки время на подготовку уже остается очень мало, не несколько лет, а несколько месяцев. Это уже должна быть и инфраструктура готовая, и опыт проведения какой-то наверняка за плечами большой. Есть ли уже какие-то прям конкретные пожелания, высказанные принимающими сторонами? Ну, на сегодняшний день у нас переговоры ведутся с кандидатами странами, их всего 3. По объективным причинам я сегодня не могу еще их не называть, и назвать, и вообще в целом, потому что официально мы уведомление об отмене игр не направили, решение пока официально не оформлено, поэтому я думаю, это преждевременно, но думаю, что зрители телеканала Якутия-24 узнают это первым. В то же время надо сказать, что, скорее всего, игры пройдут впервые в осенне-зимний период, летние игры пройдут. Соответственно, вот эти 3 страны, они именно по климатическим условиям, они соответствуют такому временному отрезку, чтобы можно было их провести там. Это, конечно, говорится, в первую очередь делается с точки зрения и климатического комфорта для спортсменов, и в то же время отсрочить некоторое такое, взять, совсем никакой, но запас времени для подготовки. И во всех этих 3 странах имеется хорошая спортивная инфраструктура. Соответственно, здесь чисто уже организационные моменты, умения команд на местах организовать все это. Международный комитет, конечно, будет полностью включиться в этот вопрос, потому что на сегодняшний день это тоже для нас такой некий вызов. Поэтому мы вызовы, в принципе, принимаем хорошо. И то же самое доказало игры на Сахалине, когда на территории, где никогда такого не было, были организованы игры, в принципе, неплохо. Поэтому я думаю, что выйдем из этой ситуации. Если не сегодня, то завтра это все равно мы с этим столкнулись. Ну а если говорить о сроках, то когда закончится уже история с монгольской стороной, и когда крайний срок, чтобы объявить страну проведения следующих игр? Я думаю, что в течение ноября эти вопросы все будут закрыты, и ориентировочно в первой декаде декабря будет объявлено новое место проведения. Будем надеяться, что все произойдет именно так скоро, как вы об этом говорите. Я благодарю вас за беседу, Владимир Владимирович, и желаю скорейшего разъяснения этой неприятной ситуации. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О судьбе 7-х международных игр «Дети Азии» мы говорили сегодня с генеральным директором Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым. До встречи в эфире.